Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В Якутске несколько молодых людей избили водителя машины во дворе дома 37 на проспекте Ленина. Об этом в Инстаграм рассказала очевидец происшествия. По ее словам, несколько парней атаковали машину с разных сторон и начали избивать человека, сидевшего за рулем. Девушка сначала кричала с балкона, просила отойти от него, но они продолжали избиение. Затем они стали кидать кирпичи. На помощь отбивавшемуся выбежало несколько человек, а также майор полиции, которому кирпичей отрезала часть пальца. В МВД заявили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В аэропорту Алдана пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщала пресс-служба МЧС. Авиаинцидент, по данным ведомства, произошел с самолетом Як-40 авиакомпании «Аэробратск». Он выполнял рейсы из Алекминска в Алдан. На борту находилось 25 человек, в том числе 7 членов экипажа. В результате авиапроисшествия воздушное судно повреждений не получило. Погибших и пострадавших нет, говорится в сообщении МЧС. В Намский район для тушения лесных пожаров будут переброшены дополнительные силы. В ходе выездного совещания по лесопожарной обстановке в Намском районе под председательством Алексея Колодезникова было озвучено, что на территории района действует 5 лесных пожаров. Как отметили в департаменте по лесным отношениям, в настоящее время из Якутска в Намский Улус направляется 23 десантника Федерального резерва. Помимо этого, также силы, опять же, Федерального резерва, тоже 23 человека, едут с города Нерюнгри. И работу ведем мы с Читинским авиаотделением ФБО «Лесоохрана» по выделению дополнительно еще 60 человек сил Федерального резерва. Это все эти ребята будут заброшены для тушения пожаров в Намском районе. Ожидаем вот к концу недели, где-то в четверг, по информации УГМС, снижение температур, соответственно, даже возможно выпадение осадков. И если будет позволять облачность, то мы дополнительно будем также вызывать самолет-зондировщик Ан-26, также ФБО «Лесоохрана», который вызывает осадки. В Мирном в магазине «Верхний» продавали продукты с истекшим сроком годности. Факт был выявлен в ходе проверки прокуратуры и Россельхознадзора. Магазин торговал мясом, субпродуктами, рыбной и молочкой с истекшим сроком годности. В отношении заведующей магазина возбуждено административное производство. По результатам рассмотрения должностное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа. Бригаде спасателей противопожарной службы вручили почетные грамоты и нагрудные знаки руководства Якутска. За проявленную отвагу и мужество наградили Григория Халина, Алексея Синянова, Рамина Газиева и водителя Николая Белых. Напомню, что 16 мая поступил вызов, что на озере Соленое двое подростков провалились под лед. Дети решили перейти напрямую, но примерно в 10 метрах от берега лед проломился. Выехав на место, спасатели перекинули лестницу через провал и вытащили детей. Одному пожарному дал команду достать 2 веревки. Одну для того, чтобы детей доставать, одну, чтобы страховкой заниматься водителем. Все, после этого соорудили имитируемую переправу из подручных материалов, доски, бревна, все, что нашли рядом. После этого дал команду водителю, он у нас работает без боевой одежды пожарного, чтобы весить поменьше, чтобы прошел по лестницам вперед и занимался уже непосредственно, доставал детей со льда. Сначала он достал одного ребенка, потом второго ребенка, когда уже начали вытаскивать, он уже провалился под лед, мы по льду тащили, ломая. Все, после этого, как только вытащили детей на берег, прибыла служба спасения, передали им для обогрева и доставки в службу 03. На этом пока все. Берегите себя.